Я врач-терапевт участковый, работаю с мая месяца этого года в 5-й поликлинике города Грозного. Я закончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2022 году и решил год поработать в поликлинике терапевтом, чтобы набраться опыта и накопить нужный балл для поступления в ординатуру. Терапевт – это человек, который предлагает любые виды терапии. Эти врачи – подготовленные профессионалы в области любых видов услуг. Они полезны при консультировании людей по различным психическим и физическим проблемам. Касательно профессии врача, то в конце 11 класса еще мой отец мне предложил это, так как у нас в семье не было врачей. Вот мы решили, что я буду первым. Лично, по моему мнению, это одна из самых благородных профессий – приносить пользу людям. К тому же в нашей стране в последнее время большой дефицит именно врачей. То есть и врач всегда будет востребован. То есть без работы никогда не останется. Мой рабочий график начинается с 8:30 утра и до 15:30. Но бывает так, что мы меняемся, графики порой меняют для врачей, ввиду того, что кто-то увольняется, кто-то уходит в декрет и вот так вот. Больных бывает, в зависимости от сезона. Вот сейчас осень, последняя, и в это время года, как правило, очень много инфекционных больных. Это чаще всего больные с ОРВИ. ОРВИ являются самыми распространенными заболеваниями среди людей. На долю ОРВИ приходится до половины всех острых заболеваний и значительная доля острых респираторных заболеваний. Осенью, зимой, как правило, в это время года нет свежих овощей, фруктов. И вследствие этого у человека развивается гиповитаминозное состояние, то есть недостаток витаминов. Авитаминоз – это патологическое состояние, возникающее при нехватке в человеческом организме одного или нескольких витаминов. Нехватка витаминов сказывается в первую очередь на иммунной защите организма и приводит к выраженному ухудшению здоровья. Витамины играют очень важную роль в поддержании иммунной системы организма, в частности витамин С, витамин D. Например, витамин С, он укрепляет клетки, способствует тому, чтобы вирусы, бактерии не могли проникнуть вовнутрь. А касательно витамина D, одним из его функций является иммуномодуляция, то есть это витамин, который способствует укреплению иммунной системы организма. Осенью, зимой, как мы знаем, мало светит солнце. Солнечные лучи являются основным стимулом для выработки витамина D в организме человека. И как следствие происходит снижение концентрации данных витаминов в организме, и у человека снижается иммунитет. А на фоне сниженного иммунитета развивается вышеперечисленный ОРВИ. Но ОРВИ – это не одно заболевание, это группа заболеваний, которые вызываются вирусами. И характеризуются эти заболевания схожей симптоматикой. То есть на сегодняшний день известно более 200 видов вирусов, которые вызывают данные заболевания. Самый распространенный из данных вирусов – это вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы. И ставший самым известным за последние 3 года, наверное, это коронавирус. Источниками инфекции являются зараженные люди. Человек имеет высокую восприимчивость к вирусам, вследствие чего болезнь распространяется активно и может провоцировать эпидемические вспышки, в том числе и мирового масштаба. Самым грозным из данных видов вирусов, наверное, являются вирусы гриппа, потому что грипп, в отличие от остальных ОРВИ, протекает в очень тяжелой форме. Характеризуется бурным началом, высокой температурой тела с первых же дней заболевания, это 39, а порой и 40 градусов, выраженной болью в мышцах, суставах и выраженным общим недомоганием. Касательно других вирусов, например, парагрипп, он протекает в довольно легкой форме, но характеризуется таким лающим кашлем. То есть он вызывает воспаление гортани, ларингит. Касательно аденовирусной инфекции, она протекает в довольно легкой форме,
у пациента, как правило, наблюдается невысокая температура тела, общее недомогание. И отличительным признаком именно аденовирусной инфекции является то, что у пациента наблюдается выраженная ринорея, то есть у него сильно течет из носа, а также течет из глаз. Аденовирусная инфекция может осложниться конъюнктивитом, то есть воспалением конъюнктива. Это бывает заметно непосредственно, когда врач смотрит именно в глаза пациенту. А так в целом протекает в довольно легкой форме. И ставший за последние 3 года довольно известным это коронавирус, который уже несколько раз мутировал с момента его появления в 2019 году. То есть само семейство коронавируса было и прежде, конечно, и вызывало заболевания, простудные заболевания, но они протекали в легкой форме. Появившийся в 2019 году новый штамм коронавируса оказался более зловещим, так скажем, и, к сожалению, унес жизни многих людей на всей планете. И с тех пор он еще неоднократно мутировал. К сожалению, нет этиотропного лечения именно острых респираторных вирусных инфекций. В большинстве случаев лечение оно симптоматическое, то есть мы как бы лечим симптомы. Есть несколько препаратов, которые обладают прямым противовирусным действием, в частности, эсильтамивир, который продается под торговым названием Тамифлю. Этот препарат довольно эффективен в отношении вирусов гриппа А. Касательно многих других вирусов, то, к сожалению, прямых противовирусных препаратов нет, но существуют препараты, которые обладают опосредованным противовирусным действием. Это иммуномодуляторы, к ним относятся умифенавир, кагацел, ингаверин, полиоксидон и многие другие препараты, индукторы интерферона. То есть они повышают иммунитет, также они предотвращают размножение вируса внутри организма. Несвоевременное проведение лечебных мероприятий может завершиться осложнениями ОРВИ, как со стороны органов дыхательной системы, так и других систем организма. Детей следует с раннего возраста закаливать для укрепления их иммунитета, чтобы они были уже подготовлены к подобного рода перепадам температур, гиповитаминозным состояниям. Также следует обогатить свой рацион витаминизированным питанием, регулярно принимать витамины С, Д, А и другие. Следует избегать стрессовых ситуаций, то есть не огорчаться, не нервничать, потому что стресс является очень сильным располагающим фактором для заболеваний. Перед тем, как вызвать то или иное заболевание, вирусы сперва должны внедриться внутрь клетки, где они размножаются, и после чего уже вызывают заболевание. А витамин С, он защищает стенки клеток, предотвращая тем самым внедрение вируса внутрь. Иммунитет – это целая отлаженная система, состоящая из органов тканей, клеток и активных веществ. Вместе они делают так, чтобы организм человека мог справиться со множеством встречающихся на его пути опасностей. Касательно профилактики острых респираторных вирусных инфекций, специфической профилактики, к сожалению, не существует, потому что, как я уже сказал, существует более 200 видов этих вирусов, и против каждого вируса создать вакцину, это, конечно, можно, но в этом нет смысла, потому что после перенесенной инфекции у человека, к сожалению, не формируется пожизненного постинфекционного иммунитета. То есть, если человек, допустим, сегодня заболел гриппом, через 3-4 недели он может заболеть аденовирусной инфекцией или парагриппом, или подцепить любой другой вирус, который вызывает схожую симптоматику. Единственное, что должен делать человек, это к мерам профилактики относится, как я уже сказал, закаливание, витаминизированное питание, то есть регулярно употреблять витамин С, витамин D, также регулярное мытье рук, ношение масок в общественных местах, особенно в данное время года, осенью, зимой, когда простудные заболевания распространены. Самое сложное в нашей профессии, я считаю, это большой стресс, который мы испытываем каждый день.
ввиду того, что мы ежедневно беседуем с большим количеством пациентов, все-таки их боль, она тоже передается и нам в том числе, то есть врачам. Поэтому врач должен быть в первую очередь стрессоустойчивым, чтобы самому не впасть в такое депрессивное состояние. Нашим слушателям я бы хотел пожелать крепкого здоровья в первую очередь, не болеть и при первых же признаках заболевания обращаться к врачу. Самолечением лучше не заниматься, особенно если ваше заболевание протекает в тяжелой форме. Берегите себя и будьте здоровы.